В эфире итоговая информационная программа «Якутия. День за днем». Я Влад Давыдов и мои коллеги. Подведем главные события уходящей недели. Сегодня в выпуске. Корректировка бюджета и льготы для Арктики. Рассмотрением этих важных вопросов завершилось на неделе пленарное заседание парламента Якутии. Гость программы – спикер Илтумена Петр Гоголев. Разлив нефти в Мирнинском районе. Как идет устранение последствий происшествия? Что сказал министр экологии в ходе выезда на место ЧП? Скрытая угроза. Ученые и общественники оценили состояние озер, рек и аласов в Мегиноконгаласском и Чурапчинском районах. С какой целью и какие сделаны выводы? Главный национальный праздник Якутии состоялся в Исэ-Халанхо-2019. Репортаж из Намского района. Сегодня вся страна вспоминает павших в Великой Отечественной войне, всех, кто не дожил до победы. По данным, это почти 27 миллионов человек, погибшие в боях, замученные в плену, умершие от голода в тылу. Их память сегодня чтят по всей России. Именно 78 лет назад, 22 июня в 4:25 утра 5-я пехотная дивизия Вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. И вот уже в 9-й раз, именно в этот день и в час, в Бресте воссоздают историческую реконструкцию последнего мирного дня и вероломного нападения фашистов. И каждый год 600 человек со всех концов Белоруссии, России и других стран-участниц Второй мировой собираются на Кобринском укреплении, чтобы понаблюдать за реконструкцией обороны легендарной цитадели. Организует эту памятную акцию военно-исторический клуб «Гарнизон». Подготовка к реконструкции занимает несколько месяцев. Участники сами приводят в порядок свою амуницию, разыскивают и приобретают раритетные аксессуары, чтобы их образ полностью соответствовал 40-м годам 20 века. Все это ради того, чтобы примерно за 1 час, что длится реконструкция, показать героизм советских людей, и их мужество и силу. Вы знаете, я сам человек военный, я капитан ПВО Вооруженных сил Советского Союза еще, да. Каждый раз, вот когда я тут убитый лежу, немножко в этом году изменили сценарий, у нас в конце обычно звучит реквием. Сжимается что-то в груди и слезы. Всегда слезы. Первый раз играю немца. Но ощущение вообще шикарное, потому что просто ты видишь бой. Это же кино. Тебе не выбирать, предателя ты играешь, немца или разведчика. Поэтому тут выполняешь приказ, кого сказали, того и играешь. Впервые посетили сегодня это мероприятие, были очень сильно удивлены масштабностью, количеством зрителей, спецэффектами. Вообще все очень замечательно. Главное событие недели в стране, к которому было приковано внимание россиян, это прямая линия главы государства Владимира Путина. Президент в прямом эфире ответил на многочисленные вопросы жителей России. Одними из наиболее часто задаваемых стали вопросы на тему здравоохранения. Путин назвал 3 главные проблемы в этой сфере: доступность первичного звена, нехватка специалистов и лекарственное обеспечение. 2 источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны. Это федеральный источник и региональный. Федеральные деньги в этом году, в феврале, полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее, мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. Кстати, по разным лекарствам разные ситуации. По онкологии одно, по диабету другое, по гипертонии там третье. Но полностью перечислены. Что мы видим? Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке, аукционы не вовремя проводятся. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Помимо этого, на прямой линии речь зашла о дополнительных выплатах российским семьям на ребенка. Будем с 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где 1,5 прожиточных минимума на человека, а на
те семьи, где 2 прожиточных минимума на человека. То есть, по сути дела, ну, вот, условно говоря, 2 прожиточных минимума это 11 280 и плюс 11 280, это 22, там 24, 23. Сложите вместе около 45 тысяч. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме на 1 прожиточного минимума ребенка по региону. Но это тоже вот в среднем это 10-11 тысяч. Для нас, жителей Якутии, был особенно интересный момент. В ходе прямой линии президент Путин сам отобрал вопрос из обращений, транслировавшихся в этот момент на экране. Вопрос я видел здесь через реку Лену из Якутии вопрос, когда будет мост. Это вопрос, который должно решить правительство Российской Федерации вместе с Якутией. Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения. Этот мост и эта дорога в будущее. Потому что это как бы всегда мне транспортники говорят, это тупиковая точка. И вот из-за этого окупаемость, она не просматривается совершенно. Но тем не менее, для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше. Этот ответ Владимира Путина по вопросу моста через Лену прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев. И мы вот сейчас как раз во всех наших расчетах мы убеждаем наших федеральных коллег, и причем достаточно успешно, что проект этот гораздо шире, он охватывает огромную территорию республики, и на самом деле в результате строительства Ленского моста мы можем получить буквально в ближайшие годы после окончания его строительства охват свыше 80% населения республики круглогодичной транспортной доступностью. Это огромная цифра, и как раз этот показывает, что это не только тупиковое ответвление на Якутск, это как раз охватывает огромную территорию практически всей Западной Якутии, которая реально может в ближайшие годы стать уже полностью круглогодично транспортно доступной, в особенности при условиях активного сегодня строительства автодороги Вилюй, которая в ближайшие годы мы тоже надеемся от Мирного до Якутска тоже станет круглогодичной. Государственное собрание Илтумен Якутии 8-м очередным пленарным заседанием завершило работу весенней сессии. О том, какие наиболее важные и значимые для жителей республики были приняты законопроекты за это время, мы побеседуем сейчас с председателем Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Петром Гоголевым. Петр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Безусловно, одним из самых ключевых вопросов повестки стала корректировка государственного бюджета Якутии на текущий 2019 год. Что об этом можете сказать? Последнее ли это изменение, корректировка в этом году, или будут еще корректировки бюджета на этот год? Основные расходы, которые нас ожидают в связи с корректировкой, это направление средств по программе устойчивого сокращения непригодного жилья для граждан порядка 6 с лишним миллиардов рублей. Корректировка еще мы планируем, что будет в осеннюю сессию, но это будет зависеть от той ситуации, которая связана с деятельностью основных хозяйствующих организаций, наших промышленных организаций, и с учетом финансово-экономической ситуации в целом по стране. Еще один важный вопрос, который был рассмотрен парламентом республики, касается льгот, налоговых льгот, установления этих льгот для жителей арктических районов. Как известно, это инициатива главы республики. Кого конкретно и на каких условиях касаются жителей Арктики вот эти льготы, и какой эффект, самое главное, ожидается от этого важного решения? Инициатива имеет две стороны. Первая обращена именно к жителям арктической зоны, вторая касается всех жителей республики. Что касается транспортного налога, освобождаются все физические лица, проживающие в арктической зоне республики Саха-Якутия, на все виды транспорта. Это не заявительный характер, то есть оно наступает автоматически. Я уверен, что это очень важный, нужный, своевременный шаг и своевременное решение. Порядка, по нашим расчетам, на
2018 год это порядка 30 миллионов, чуть меньше 30 миллионов рублей недополучит бюджет. Тем не менее, эти средства останутся на руках у наших граждан, да, и смогут улучшить их жизнь, качество их жизни. Вторая сторона вопроса, она направлена на списание тех долгов, которые возникли по транспортному налогу. Здесь сумма много серьезнее, 365 миллионов рублей. Это долг наших граждан по 2016 год включительно. Безусловно, долг он был, и принято волевое решение главой Республики Саха-Якутия, им инициировано. Государственное собрание поддержало эту инициативу, и мы считаем, что сделали правильно, когда списали эти долги. И, безусловно, надо сказать, что обременение 365 миллионов рублей – это серьезная помощь со стороны республики своим гражданам. Наверняка многие якутяне с нетерпением ждали принятия еще одного закона о статусе многодетных семей. Авторами этого законопроекта стала группа депутатов, в том числе и вы лично. Этот документ получил поддержку главы республики и имеет финансовую составляющую. Да, надо сказать, что вы правы, Влад. Этот закон ждали многие наши многодетные семьи. И здесь надо сказать, что мы в свое время создали постоянный комитет по делам семьи и детства, и именно руководитель этого постоянного комитета и члены этого комитета явились в основном инициаторами данного законопроекта. Это говорит о том, что правильная организация направлений работы парламента, он может привести к очень хорошим результатам. И этот закон, конечно, показывает, что мы движемся в хорошем, правильном направлении. Мы здесь уточнили статус многодетной семьи. Это только первый шаг. Мы сейчас на прошедшем пленарном заседании еще несколько законов, которые касаются семьи, отцовства, материнства, детства, рассмотрели. То есть это взаимоувязанные решения Государственного собрания Илтумен. Я поздравляю многодетные семьи республики с тем, что у нас принят закон. Есть льготы, которые до сих пор не пользовались многодетные семьи, в том числе это проезд совершеннолетних членов семьи, которые находятся на иждивении. Спасибо, Петр Васильевич, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Сейчас короткая пауза, вернемся ровно через 1 минуту. Вас ждут интересные репортажи во второй части программы «Якутия. День за днем». Это программа «Якутия. День за днем». Мы подводим итоги уходящей недели. Из-за разлива нефти в Мирнинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Место происшествия посетил министр экологии Республики Сахамин Афанасьев. В данное время последствия утечки сырья ликвидируются круглые сутки. Репортаж Марферины Алексеевой. Разлив нефти в Мирнинском районе был обнаружен 7 июня. Большие пятна сырья зарегистрированы в 3 местах. Участок, на котором произошла утечка из нефтепровода, принадлежит обществу Ириляхское. Он расположен в 7 километрах от города Мирного. Второй участок находится неподалеку и принадлежит обществу Алроса-Газ. Третий – самый ответственный, так как расположен неподалеку от озера и ручья Зимний. Из-за того, что находится в болотистой местности, техника сюда проехать не может, поэтому работы ведутся вручную. Используются боны, заградительные материалы, чтобы нефть дальше не распространялась. Используется сорбент, с помощью которого производится сбор нефти. Дальше будет использован биоматериал оксидол. Смысл этого материала в том, что он, работая с углеводородом, как бы пожирает его и сам разлагается. Экологи называют ситуацию крупнейшей среди подобных за последние годы. Загрязненная нефтепродуктами площадь составила не менее 1,5 гектаров земли. Общий объем разлива около 8 тонн сырья. На ликвидацию экологического бедствия потребуется 4 месяца. На данном этапе
обустраивается дорога для подъезда тяжелой техники. 4 месяца подрядчик попросил. И по истечению 4 месяцев комиссионно выйдем на место и будем принимать выполненные работы. А в ходе проведения ликвидационных работ подрядчик будет докладывать комиссии ЧС Мирнинского района. Работы по ликвидации последствий разлива ведутся круглосуточно. Задействовано 10 единиц тяжелой техники и 28 человек. Вся собранная нефть в дальнейшем будет расщеплена бактериями оксидол, а поверхность рекультивирована. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На неделе в Якутии прошел международный семинар под названием «Люди на мерзлотных ландшафтах». В течение 2 дней ученые, общественники и представители власти знакомились с состоянием озер, рек и аласов в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах, также с инфраструктурой поселений и пастбищ в условиях быстро меняющегося климата в Центральной Якутии. К каким выводам пришли эти специалисты? Репортаж нашего корреспондента Дениса Тишина. Село Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский улус. Перед нами огромное озеро со множеством островков, над которыми летают чайки. На первый взгляд ничего необычного. Однако ученые встревожены. Под водоемом идет мощная протайка вечно мерзлых пород. А ведь когда-то на месте озера была пашня. Мерзлота не накапливает в себе достаточного холода, потому что сверху лежит сезонно-талый слой. Этот сезонно-талый слой с вечной мерзлотой за зиму не смыкается. Еще один очаг неблагополучия находится в селе Нарагана, все того же Мегино-Кангаласского улуса. Глубокий овраг уже поглотив десятки метров земли, все ближе подбирается к жилым домам и социальным объектам, школе, больнице, мастерской. Старейшина деревни Федор Самойлов хорошо помнит, как образовался овраг. Лет 10 назад очень сильный дождь был летом. Вообще все ледники у хозяев наполнились водой. Как только жители села не пытались остановить распространение оврага, засыпали его шлаком и строительными отходами, все бесполезно. Земля продолжает стремительно уходить из-под ног. Причина все та же, что и в Тюнгюлю – активное таяние вечной мерзлоты. Видите, как будто земля проваливается. Значит, снизу идет оттаивание льда, и земля проседает. Это термоэрозионный овраг. Семен Готовцев – большой знаток земных глубин. Почти полвека он исследует вечную мерзлоту и влияние на нее различных факторов, как человеческого, так и природного. И приходит к неутешительным выводам. На территории Якутии идет масштабное таяние подземных льдов. Половина сельхозугодий в республике уже непригодна для использования. И если вовремя не принять меры, ситуация грозит стать необратимой. Наиболее неблагополучная обстановка, связанная с интенсивной деградацией вечной мерзлоты, наблюдается в Чурапчинском улусе. Здесь люди вынуждены переносить, а иногда даже бросать свои дома из-за массовых просадок грунта. Нахожусь в поселке Сенкёль Чурапчинского улуса. В 20-е годы прошлого века здесь началась разработка земель сельхозназначения, а уже в 50-е годы пашни были заброшены. Однако в конце 70-х здесь началась интенсивная оттайка мерзлоты. Ситуацию усугубило нашествие шелкопряда в 2004 году. Он уничтожил деревья, в результате чего образовались многочисленные проталины и овраги. Сегодня они вплотную подступили к жилой застройке. По оценкам специалистов, половину территории Чурапчинского улуса составляют деградируемые земли. Однако разрушение зданий, инженерных сетей и уничтожение сельхозугодий далеко не все негативные последствия оттайки многолетних мерзлых пород. В местах таяния льда образуются так называемые аномальные зоны, которые крайне негативно влияют на здоровье людей. В первую очередь страдает нервная система психики у людей. Становятся нервными, злыми, агрессивными. Нервная система психики у них всегда напряженная. Поэтому, когда пьянеют, не знают, что творят. В результате пьяния, драки, убийства, самоубийства часто происходят. Среди людей, которые живут на таких местах иммунная система сильно страдает, из-за чего здесь онкологические болезни сильно развиваются, сердечно-сосудистые болезни и так далее. Опасность таяния подземных льдов понимают не только ученые, но и представители органов власти. Поэтому еще в 2018 году Якутия одним из первых российских регионов приняла закон об охране вечной мерзлоты.
Были приняты подзаконные акты для сохранения именно вечной мерзлоты, под воздействием которого у нас разрушаются и объекты экономики, жилые дома. Участники международного семинара «Люди на мерзлотных ландшафтах» не скрывают. Основная цель мероприятия – добиться принятия федерального закона об охране многолетних мерзлых горных пород и внести поправки в республиканский закон о помощи людям, проживающим в аномальных зонах. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутия. Стерхи на неделе стали предметом жаркого обсуждения у китайских и якутских экологов. В республику прилетел активист и экофотограф Джоу Хаянь. У себя на родине в провинции Цзянси она известна под псевдонимом Яя. Она утверждает, что стерх – китайская птица. Наши же ученые стоят на своем, говоря, что птица из Якутии. Так чьи же все-таки стерхи? Сюжет Анастасии Кобызевой. Мама стерхов – так себя называет Джоу Хаянь. И не безосновательно. Вот уже несколько лет китаянка занимается проблемой сохранения сибирских журавлей. В провинции Цзянси на озере Паянг она построила полевую станцию для этих птиц, причем на собственные средства. Там, на крупнейшем пресноводном озере Китая, стерхи спасаются от якутских морозов. Потому в Поднебесной и уверены – стерхи отнюдь не якутские птицы. Якуты уверены, что стерх – их птица, но мы, жители озера Паянг, считаем, что стерх – наша птица, потому что она во время зимовки где-то 5 месяцев проводит на нашей территории, в Китае. Наши же ученые придерживаются абсолютно другого мнения. Стерхи наши, потому что гнездятся на территории Якутии. Да, зимуют наши стерхи в Китае, на озере Паянг, а размножаются в тундрах Якутии, это междуречье реки Яна и Колыма. Это Усянский район, Алайховский район и Нижнеколымский район. Ну, не спорить, а скорее сотрудничать намерены экологи двух стран. В Якутию Яя приехала, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения стерхов. Китаянка открыла фотовыставку в центре экспозиции. Снимки сибирских журавлей. Их Джоу Хаянь и ее единомышленники делают на озере Паянг на расстоянии 500 метров. Ближе нельзя, иначе птицы попросту испугаются. А значит, новых красивых кадров не будет. К слову, в коллекции экофотографа уже набралось более 70 тысяч снимков. Эта работа меня трогает больше всего потому, что справа мама, а слева ее птенец. Благодаря этим кадрам мы увидели две важные вещи. Во-первых, еду, которую мы даем птицам, мать скармливает своим птенцам. Во-вторых, мы видим, как птицам хорошо и привольно живется на озере Паянг. Фотовыставка на прекрасном озере Паянг в Якутске открыта на двух площадках. Здесь, в историческом парке «Россия. Моя история» и арт-галерее Юргеля. Всего представлено более 160 работ. Увидеть эти замечательные фотографии якутяне смогут до 18 июля. Удивительная женщина, конечно. Хочется ей пожать руки прямо от всего сердца. Впечатляет, прекрасные работы, потрясающие фотографии. Интерес якутской публики к выставке так растрогал фотографа, что она не смогла сдержать слез. Меня крайне тронуло то, что я удостоилась чести познакомиться с учеными, которыми первыми в Якутии начали изучать стерхов. Меня также очень радует и трогает то, что жители якутской земли так интересуются стерхами и заботятся об их судьбе. Коллекция Яя пополнится новыми уникальными фотографиями. Вместе с якутскими учеными она поехала в Алайховский район на полевые работы в природный парк Кыталык. Ранее в заповеднике ученые установили фотоловушки. Делегация будет изучать эффективность размножения стерхов. И неважно, где и сколько времени проводят белые журавли. Главное, что их любят и почитают как в России, так и Китае. Анастасия Кобызева, Джолстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. По республике повсеместно проходит празднование национального праздника Исэх. Главный из них, Исэх-Аланхо-2019, прошел в Намском районе. Туда приехали тысячи якутян со всей республики и гости из других регионов страны и стран зарубежья, чтобы стать частью одного из самых ожидаемых и грандиозных событий лета. Репортаж Василия Радченко. 2 года подготовки, работы над сценарием, репетиции, возведение основных атрибутов – все это предшествовало проведению главного праздника лета у якутов – Исэх-Аланхо-2019. Место проведения было выбрано не случайно. Намский район – родина Максима Амосова и центр многих событий, описанных в эпосе «Аланхо». И главной задачей для себя режиссеры и сценаристы поставили отразить историческую достоверность. Сценарий написали Зоя Гавриловна, Майя Николаевна Власьева. Они изучали долго историю Намского улуса.
И первая часть была вот перелистывание истории. И, конечно, естественно, самое главное – это обряд алгыс в Исехе. Приняли участие около 1500 человек, почти все жители Намского улуса, вплоть до главных героев. И, конечно, из нашего города Якутска приехали тоже разные коллективы, творческие, профессиональные коллективы. И тоже украсили наш Исех. Так как праздник традиционный, то в основу легли элементы, присущие почти каждому якутскому торжеству лета. Масштабное театрализованное представление, танцы, обряд алгыс. Но была пара вещей, которые в этом году показали впервые. Пристальное внимание и особое такое внимание уделили Итык-Дова, символу власти, государственности. И, конечно, из истории Намского улуса были, вот, например, вот Угала-Гатыр, это тоже впервые было. Священный конь, который вот приносит человечеству изобилие, благодать. Вот. Но не только организаторы трепетно отнеслись к традициям. Мы опросили людей разных возрастов, и несмотря на разницу в годах, все как один сказали, что главное – чтить память предков. В первую очередь, это, конечно, наша традиция нашего народа, которая вот уже на протяжении многих веков у нас не забывается. Ой, у меня это самый большой, потому что мы 3 поколения предков, своих предков, национальные игры, это лонхо, сохай, мы передаем нашим детям. Я очень люблю ходить, я каждый год хожу на Исехи, и вот когда я прихожу, я действительно чувствую, что наполняюсь энергией, и лето у меня проходит очень хорошо. И этой идеей, как единой нитью, сшивающей все воедино, был пронизан весь Исех. Республиканский конкурс исполнителей Аланхо, конкурс запевал Асохой, литературный пикник, спектакли. Участников этих мероприятий за их трепетное отношение к сохранению традиции наградили на церемонии закрытия. После чего один из главных символов, Итык-Дуага, посох высшего божества, отправился в Алекминский район, где и пройдет следующий республиканский праздник лета. Василий Раченко, Дилустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Исех Аланхо 2019, Намский район. Таковы итоги уходящей недели. Репортеры Якутии-24 ежедневно следят за развитием событий. Хороших вам выходных и до встречи.